Ингушская делегация приняла участие в пленарной сессии «Пространство будущего. Северокавказский макрорегион» на выставке «Россия». В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка и все главы субъектов Северного Кавказа. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поделился планами по развитию агропромышленного комплекса Ингушетии, экономики региона, инвестиционного потенциала, кадровой и социальной политики. В преддверии праздника Ид-аль-Адха более 2000 малоимущих семей, проживающих в регионе, получат поддержку в виде мелкого рогатого скота. Акция охватит жителей республики и население пригородного района. Работникам мэрии муниципальных образований поручено уточнить число малоимущих и многодетных семей, а также семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении должностных обязанностей. В Назране начался капитальный ремонт двух улиц – Фабричной и Таргимской. Общая протяженность улиц – около 2,5 километров. Дорожные работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Также в Назране продолжаются работы на улицах Шаймиева и Магушкова. В Госдуму внесен законопроект, который расширяет возможности безвозмездного использования исторических зданий, находящихся в государственной собственности. Речь идет об объектах, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. Авторы инициативы предлагают разрешить пользоваться такими объектами безвозмездно всем государственным и муниципальным учреждениям, независимо от сферы их деятельности. В случае принятия законопроекта в них можно будет на основании договора безвозмездного пользования размещать, например, медицинские учреждения. В Ингушетии по инициативе управления Росреестра активизировалась работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Проводимая работа позволит уменьшить количество бесправных объектов недвижимости и значительно повысить собираемость земельного и имущественного налогов. На данный момент, согласно информации Росреестра, в регионе насчитывается более 25 тысяч объектов недвижимости, используемых гражданами без зарегистрированных прав, что ведет к недоимке налогов. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан будет направлено еще свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Эта социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и чернобыльцам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получить лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2024 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено почти 58 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума уделил особое внимание поддержке семей. С 1 июля для них будут предусмотрены преференции при покупке жилья в малых городах и регионах, где объем строительства в этом секторе пока недостаточный. Родители смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% годовых, независимо от возраста детей. Главное, чтобы хотя бы один ребенок был несовершеннолетним на момент оформления займа. При строительстве своего дома такие льготные условия для семей станут действовать во всех российских субъектах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19. Он ожидается осенью. Она отметила, что коронавирус стал сезонным заболеванием. Особых рисков для россиян не отмечается. Главная задача – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия, пояснила Попова. По ее словам, в период отпусков важно не навредить своему здоровью. Для этого необходимо вести себя очень аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены.